Осторожно, мошенники! Полиция Алматы предупредила об активизации аферистов и призвала граждан быть менее доверчивыми и более бдительными. На сегодняшний день жизнь сложно представить без сотовых телефонов и сети интернет. Заказать еду, товары, оплатить счета и многое другое можно сделать, не выходя из дома. Для одних это отличная возможность сэкономить время и максимально облегчить себе жизнь. Для других, более предприимчивых, открывается огромное поле для мошеннической деятельности. К большому сожалению, преступность не стоит на месте, с каждым днем обретает новые формы и методы. Сегодня, увы, не все знают об информационной безопасности своих персональных данных и, как следствие, не соблюдают ее. В этой связи разработано несколько версий информационных памяток и анимационных роликов о том, как действуют мошенники. Информирован значит вооружен. Цель – обезопасить общество от злоумышленников и профилактировать такого рода преступления. Вот наиболее популярные схемы мошенничеств. Аферы в отношении пожилых людей. Они совершаются путем звонка на домашние телефоны потерпевших. Мошенники представляются близкими родственниками, сыном, дочерью, внуком и сообщают, что необходимо передать им денежные средства, чтобы разрешить ситуацию, которая якобы внезапно возникла с ними. Чаще всего речь идет о дорожно-транспортных происшествиях. В таком случае лучше самостоятельно прервать разговор. Денежные инвестиции в онлайн-проекты, где обещают большие дивиденды. Как правило, граждан убеждают вложить деньги в криптовалюту, акции, драгоценные металлы, а звонят зачастую с несуществующих абонентских номеров разных стран и убедительно рассказывают о преимуществах вложения. Заблаговременно проверяйте репутацию компании. Звонок с банка. Абонент представляется сотрудником службы безопасности банка и сообщает о попытке третьих лиц оформить на ваше имя кредит. Запомните, сотрудники банка никогда не спрашивают данные о вашей карте, а также не требуют передачи кодов доступа, приходящих вам на мобильный телефон. В таких случаях вам необходимо прекратить телефонный разговор и самому перезвонить на доверенный номер, указанный на банковской карте, либо на сайте банка. Очень важно, не проходите по сомнительным ссылкам, которые вам могут отправлять через различные мессенджеры и социальные сети, и не вводите данные своих банковских карт на различных сайтах, так как это могут быть вирусными файлами и приложениями, которые специально созданы для сбора вашей личной информации. Они в дальнейшем могут быть использованы для несанкционированной оплаты с вашей банковской карты и дадут злоумышленникам доступ к вашим денежным средствам в мобильном банкинге.